Я думала купить сапоги или пойти к врачу. А я у вас, кстати, была на приеме. А второй раз я не пришла. А почему? Вначале на меня тыкали пальцем и говорили, что я сумасшедшая. Ты у Аэлиты, я тебя прошу, она так долго лечит. Папа, правда, хотел, чтобы я пошла в Академию ФСБ. Фу, сейчас все. Здравствуй, зритель! Сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, как правильно пережить грядущую катастрофу печени под названием новогоднее застолье. Сегодня у нас в гостях гастроэнтеролог, врач превентивной медицины Аэлита Шакаева. Аэлита, добро пожаловать! Добро. Здравствуйте! Да, здравствуйте. Аэлита, я должна признаться, что я счастлива видеть своего доктора у нас в студии. Не скрою, Аэлита уже 3 года как ведет меня, и у нас уже есть успехи. У вас хорошие отношения. Да. Переменно. Ты знаешь, она вот на предварительной встрече, я увидела, что мы перешли эту черту, врач-пациент, она мне разрешила ее называть на «ты». Да, есть субординация, но со многими пациентами уже, когда ты долго с ними работаешь, они уже не совсем пациенты становятся, а что-то больше, и я со многими на «ты». Так даже, наверное, комфортнее. Проще лечить, потому что они доверяют. Да, они располагаются, и как-то более такие доверительные отношения выстраиваются, и больше выполняют рекомендации. Есть те, конечно, с другими нужно так, да, то есть тут как бы психология. А потом вместо фотографий там к другим врачам присылают фотографии там анализов, а вам самые красивые фотографии завтраков, ужинов, да? В том числе, анализы, конечно, тоже есть, больше даже анализы. Вот, да. Еду присылают, когда правильно едят, что вот какая я хорошая сегодня, да. А когда что-то нарушают, конечно, они не присылают. И когда не присылают, я понимаю, что что-то было не то. Аэлита, вначале я помню твою строгость, потому что доктор сейчас будет недоволен, и она настраивает на результат. То есть я понимала, что сейчас, если я провалю, то у меня, у меня не будет результата. А много пациентов у тебя? Таких, с которыми вот ты довела их до результата, и потом вы дружите? Достаточно, но в основном, если честно, это же вот правильное питание, это вот на всю жизнь, да, то есть это такой марафон долгий, это не так, что ты там недельку посидела на диете и забыла, да, и, как я говорю, мы все люди грешные, мы все периодически нарушаем, поэтому, то есть периодически мы берем себя в форму, идем к доктору, там получаем рекомендации, соблюдаем, потом настает момент, когда нам становится лучше, и мы так тихонечко скатываемся, и потом снова, и то есть это вот хождение по кругу, вот, но есть те, которые уже прям год, больше года стабильно держат, то есть они это сделали своим вот образом жизни, да, то, к чему я стремлюсь, чтобы люди понимали, что это не просто диета, не просто кратковременно, да, там пропить назначение, то есть это вот надо что-то поменять в своей голове, менять свои привычки, это очень сложно. Самое сложное. Вообще, да, то есть и я сама стремлюсь к тому, чтобы все лучше и лучше быть, да, то есть как бы, и я всегда своим пациентам тоже говорю, что я тоже нарушаю. Сегодня нарушила. Легче становится им, точно. Да, они понимают, что перед ними сидит такой же живой человек. Аэлита, знаешь, вот я пока у тебя наблюдаюсь, я часто слышала разговоры в своем окружении. Ты у Аэлиты, я тебя прошу, она так долго лечит. И я первое время прислушивалась, думала, я только начинала с тобой работать, думаю, что не так, вроде уже нормально. Но теперь, когда я их слышу, я понимаю, что это процесс такой долгий, восстанавливать организм, который ты долгие годы там
мучил, так скажем. Ну да, невозможно Неправильным питанием, десятилетиями засорять организм и потом за неделю все это привести в норму. Это просто нереально. Вот, поэтому это всегда долгий процесс. То есть это минимум 3 месяца, иногда полгода, иногда год, у некоторых 2 года. То есть это всегда долго, потому что, во-первых, не у всех получается постоянно прям вот четко все это соблюдать, и все равно бывают какие-то срывы. Если мы говорим, допустим, про восстановление там кишечника, да, то каждый такой срыв, он как бы тебя на шаг назад в любом случае будет скидывать, и поэтому это вот, то есть как бы тут еще от самого пациента зависит, насколько он мотивированный, и насколько четко он выполняет все эти рекомендации. Вот. И когда ко мне приходят, я всегда говорю, что вы должны понимать, что это вот вы так легко от меня не избавитесь. То есть мы с вами будем долго, тесно общаться. Недовольные пациенты да, есть. пациенты. Конечно, это абсолютно нормально. У любого врача есть недовольные пациенты. И тут, мне кажется, проблема не во врачах, да, потому что ко мне тоже, допустим, приходят там недовольны кем-то другим. И я понимаю, что, в принципе, там было все, да, в целом сделано правильно. Тут проблема не в конкретном враче. Проблема в том, что просто не произошел контакт. То есть мы все разные, энергетически мы разные, эмоционально мы разные. И тут зависит, как бы, есть контакт или нет контакта. Вот если иногда бывает, заходит человек, я сразу понимаю, что у нас с ним ничего не получится. Потому что когда заходит и сразу, то есть сейчас я посмотрю, что там ты мне скажешь, что ты мне назначишь, а вот я там в интернете почитала, а вот эти говорят вот это. То есть я сразу понимаю, что тут не получится. Когда человек приходит с настроем к врачу, что мне врач поможет, ну, при условии, конечно, что я тоже что-то буду делать, да, как пациент, тогда всегда есть результат. А я у вас, кстати, была на приеме. Да. А я не помню. А второй раз я не пришла. А я не помню. А почему? Потому что, в общем, я пришла по той проблеме, что меня беспокоил лишний вес на тот момент, после вторых родов. И вы назначили мне ряд анализов, который должен был обойтись около 14 тысяч рублей. И я поняла, что тут, в общем, весы все-таки меня убедили, попытайся сама решить эту проблему, потому что, ну, я на тот момент поняла, как действовать, что лучше для моего организма, я там разобралась как-то, но, конечно, было бы классно, если бы я на тот момент смогла бы сдать эти анализы. Я понимала, что это мне нужно, но на тот момент, правда, не было возможности. Многие но это говорят, дорого. что дорого сдавать анализы, я прекрасно понимаю это, но дороже, то есть когда вы сдаете анализы вот, да, на начальных каких-то этапах, обычно такой большой спектр анализов, он идет в самом начале. И потом мы точечно, да, какие-то вещи пересматриваем. То есть мне же нужно оценить в целом весь организм. Ну, то есть как бы я не воспринимаю там отдельно, вот у человека есть проблемы с весом и все, просто, ну, то есть проблема с весом, она всегда тянет за собой еще ряд других, да, каких-то проблем. И мне нужно оценить в целом состояние, да, то есть как бы чтобы правильно подобрать там список продуктов, какие-то препараты, возможно, еще что-то, да. Это, ну, к сожалению, никак невозможно это сделать без обследования. Но тут, получается, становится понятным, что если нас беспокоит там, ну, скажем так, наше внешнее состояние, да, или то, что нас изнутри гложет, там лишний вес, то мы даем предпочтение тому случаю, когда у нас именно что-то по здоровью, а когда что-то болит. У нас уже необходимость такая. Да. Ну, лишний вес это тоже болит. Оно просто как бы не болит физически, ну, рано или поздно оно заболит в любом случае, но ожирение это такой же диагноз, как и там любой другой, да, вот, поэтому рано или поздно это аукнется, и если не раньше не обратиться, да, как я говорю, лучше на день раньше, чем на год позже, потом потратить еще больше денег на анализы и еще больше денег на то, чтобы восстановить свой организм, и времени, да, и возможно
возможно, какие-то вещи уже невозможно будет вернуть вспять, то есть как бы вы все равно заплатите эти деньги, но уже как бы другой ценой, возможно, в большем размере. Уже немножко деформируется этот вопрос. Да. Но у меня к вам такой вопрос. Если мы заговорили об ожирении, то известно, что там в странах Европы это очень актуальная тема, потому что и фастфуд, и вообще питание, все в таком сложном процессе. У нас в стране, ну, скажем, в процентном соотношении, допустим, из 100%, вы как видите, страдает ли наше население ожирением? Может быть, не обращаются? Я не могу сказать в процентном соотношении, но у нас, да, есть такие проблемы, причем я замечаю тенденцию у детей. То есть дети ко мне обращаются, я детей не веду, но, ну, как бы обращаются, спрашивают. Это дети там в возрасте 9 лет, 10 лет, 14 лет, которые весят 100 килограмм и больше. Это очень много. Это очень много, Это и очень это много. прям, да. И мы, родители приходят, к сожалению, родители с этой же проблемой. Единственная рекомендация, которую я им даю, начните с себя. Да, то есть как бы тут надо понимать, что проблема детей, особенно что касается веса, это в первую очередь проблема родителей. Я говорю, начните с себя, ребенок пойдет за вами, как бы и будет результат. Элита, вообще, вот до этого Сида приводила свой пример, вот как она пришла, да, там ее напугала сумма анализов. Да. У меня была похожая ситуация Сида, но когда я шла к Элите, это было после рождения третьего ребенка, уже прошел год, и я вот, как ты говоришь, я пыталась сама справиться. Идя к Элите, я уже имела какой-то багаж знаний, уже понимала, что такое основы, да, правильного питания, и уже пришла в форму, но я понимала, что что-то не то с моим организмом. У меня пошли отеки и зуд. А сама я уже не могла это понять. И так случилось, что вот у меня был день рождения, мне подарили деньги, и я думала купить сапоги, или пойти к врачу. Это хороший выбор. Это вложение. Да, ну, конечно, надо вкладывать в свое здоровье, в свое будущее. Я действительно считаю, что вот 3 года назад я сделала очень правильный выбор, выбрав правильное питание и не пожалев деньги на анализы. 100%. Потому что изучая, даже вот, работать с врачом одно, а дальше вот я сама тоже пытаюсь изучать эту тему и читаю врачей, которые живут и работают в России, и они буквально один в один с вами похожи. Мы там учимся. В методике лечения. К чему я это все говорю? К тому, что у нас в обществе все-таки недооценивают влияние питания и образа жизни на самочувствие, на внутреннюю энергию, на настроение, на заболеваемость, на течение заболеваемости. К сожалению. Это все взаимосвязано. Когда врачи говорят, что вот правильное питание это необходимо, в основном... Не все врачи это говорят. Тоже, к сожалению, не все на этом акцентируют свое внимание, не у всех просто врачей еще есть на это время. То есть, если, допустим, врач там в больнице, в поликлинике, да, но вот если говорить про Россию, там с этим вообще сложно. То есть, когда у тебя в коридоре сидит там толпа людей, ты не можешь там час, 40 минут рассказывать пациенту, что лучше кушать на завтрак, там, что чем лучше поужинать, да, то есть быстренько выписал препараты и все, до свидания. Этот пациент через месяц-два вернется в любом случае. Вот. Это нехватка времени. И не все меня, допустим, в университете тоже не учили тому, насколько важно питание. Я к этому пришла уже, когда я пошла в ординатуру на базе института питания. То есть как бы и вот оттуда я стала понимать, насколько вообще от питания зависит все. Все зависит действительно. И наука уже дошла до того, что вот не используют таблетки для того, чтобы вылечить человека. Диетотерапия людей вытаскивает с разных болезней. Даже пары, которые не имели по 8-10 лет детей, буквально исключив из рациона вредную еду, вот у них в семье случается чудо, рождается ребенок. К чему я это все говорю? У нас в обществе тоже до сих пор есть те, не то, что до сих пор, а большинство. Я могу так сказать, что вот большинство реагирует так, что
ну, учитывая все наши традиционные застолья и так далее, правильное питание, это какая-то новомодная фишка, да. Она следит за питанием, она следит за фигурой, вернее, поэтому говорит о правильном питании. И что нужно сделать для того, чтобы вот в обществе у нас стали понимать, что правильное питание... Говорить об этом. Да. Это образ жизни. Врачи... А что вы делаете для этого? Вот скажем так. Больше надо говорить об этом в СМИ. Больше говорить об этом в СМИ, 100%. Пропагандировать, да, быть примером, да, то есть я тоже сама там иногда бывает нарушаю и так далее, но я стараюсь больше часть времени, да, как я говорю, если ты в целом здоровый человек, там соблюдаешь баланс 80/20, да, где 80% ты все как бы делаешь в рамках, да, и 20% ты можешь где-то что-то нарушить, там, если ты оказался на день рождения и так далее. То есть быть примером, говорить об этом. Вот у нас есть школа здоровья, вот, пользуясь случаем, вот, и мы ее делали, у меня вообще эта идея школы здоровья уже, наверное, года 2-3 в моей голове, и я как-то каюсь, проходила марафон Блиновской, и недавно, да, я наткнулась на свои записи, и одним из моих желаний было открыть школу здоровья в Абхазии. И я наткнулась на эту запись уже после того, как у нас прошел первый поток. Вот, и у нас есть школа здоровья, и мы ее сделали специально для того, чтобы людям доносить достоверную информацию, потому что, в интернете, да, очень много всего пишут, очень много пишут вообще ерунды, то, что лучше вообще не читать, и у нас каждый, кто там месяц поучился на каких-нибудь онлайн-курсах, да, решил, что он там нутрициолог, специалист по питанию и так далее. То есть мы эту школу здоровья создавали на такую основательную, да, у нас там 10 лекций, там с АЗОВ, со всех, и все базовые вещи мы там проговариваем, да, и я надеюсь, что она, скажем так, станет такой популярной, да, чтобы больше людей знало об этом. Эти курсы продаются, где-то их можно купить? Да, и у нас есть в Инстаграм страница «Школа здоровья», прям вбиваете, там есть ссылка на эту школу, у нас там раз в 2-3 месяца проходят потоки. Вот первый поток у нас уже был, второй мы планируем вот в следующем году. Элита, а какие еще идеи? Наверняка у вас есть идеи по тому, как захватить этот мир, чтобы все питались правильно и были здоровы, чтобы у людей была ассоциация. Правильное питание – это здоровье. Люди сами об этом, к этому придут рано или поздно, да. Сейчас это новое, модное, поэтому, да, то есть как бы мы боимся всего нового, и нам кажется пока, то есть мы всегда так чуть настороженно ко всему новому относимся. Чем больше мы будем об этом говорить на телевидении, в соцсетях, то есть показывать, да, что там кто-то ходит 10 тысяч шагов, выкладывает, это вообще здорово. Кто-то посмотрит и скажет: так, я тоже все завтра пойду. Может быть, просто для того, чтобы быть в тренде, даже в том же самом Инстаграм. Но это принесет результат. То есть там сейчас вот эти завтраки, да, самый модный завтрак — это авокадо, там какая-то рыбка и так далее. Да. Но это же, это круто, да, то есть пусть таким образом хорошо, но хоть как-то. То есть, на мой взгляд, самое такое — это об этом говорить максимально много везде, чтобы это вот с каждого утюга звучало, просто что питание равно здоровью. Да. Я вот хотела спросить, листая ленту даже в Инстаграме, мы видим красивую тарелку, там вот все такое, растения такие красивые, аппетитные, с подливой такое. И тут хочется кушать, просто невероятный аппетит, но что делает человек? Он не идет, не ищет эти полезные травки, он просто идет к холодильнику. И это берет так? Все, что там есть, да. Поэтому надо закупать. Тоже бывает. Надо закупать. Я так люблю, когда я хожу в торговом супермаркете. Я всегда читать этикетки, ведь проблема еще я смотрю в корзины других людей. У меня прям хобби мое. Что у вас в корзине? Что они берут. То есть я смотрю, что они берут. И когда мне говорят, что вот это правильное питание, это так дорого все и так далее, то есть я понимаю, что на кассе у нас приблизительно одинаковый чек.
при этом у меня там, да, есть там какая-нибудь курочка, там овощи, да, вот что-то, там в другой корзине какие-нибудь печеньки, булки, то есть вот, ну, можно на ту же сумму, ну, Да. откровенно, да, конечно, чуть-чуть будет дороже, но не вау, то есть, ну, процентов на 20, возможно, будет дороже, то есть я говорю, там, зелень стоит копейки, не знаю, морковка какая-нибудь стоит копейки. Да, но надо понимать, что для тебя становится недорого правильное питание, когда ты закупаешь базовые вещи, базовые продукты. Это такой накопительный эффект. Такие как масло, кокосовое масло, да, хорошее оливковое масло, масло авокадо. Это же да. все К очень этому дорого. надо приходить. Да, к этому и когда постепенно. я по себе сейчас постепенно. вижу, когда я это все закупила, Постепенно, и у меня это на полке, да. Да, конечно, когда уже забегала в магазин, там я взяла зелень, овощи, выбежала. Да, Взяла, да. я как говорю, белок, зелень. Да, супер. Белок, Белок, вот, кстати, белок вообще с этим проблема. Я пациентов спрашиваю, что вы ужинали вчера, да, что ели на ужин? Чай, там печеньки, что-то еще. То есть у нас люди не умеют, вот мы в нашей школе здоровья, да, мы учим людей строить правильно свою тарелку, как правильно вот должно быть, что туда должно входить. И у нас белок, самый вообще важный просто макронутриент, который есть, у нас его практически нет. Он максимум попадает у людей на обед. Вот с обедом, я говорю, у нас у всех более-менее все нормально, а вот завтрак это вообще катастрофа просто. Когда я слышу, как люди завтракают, мне плакать хочется. Алита, давайте вот сейчас вы скажете, ну так, на быструю фантазию. Что у вас, дорогие зрители, должно быть завтра в тарелке? Да. Вытащите из холодильника вот это и докупите в магазине вот это. Ну вот так, если быстро проговорить. Обязательно должен быть белок. Любой источник белка. А именно? Это яйца, птица, мясо, рыба, морепродукты, бобовые, это все, фасоль, чечевица, там, ну, да. То есть любой источник белка, неважно что. Обязательно должен быть хороший источник жиров, обязательно. То есть тут, да, надо потратиться на хорошее оливковое масло, да. Но это будет потом дешевле, то есть вам не надо выпить. То есть я всегда говорю так, что лучше вы сейчас будете чуть больше тратить на еду, чем вы потом будете тратить на анализы, на врачей, на лекарства. И так. То есть если посчитать все вместе, да, то здоровое питание, оно намного дешевле будет. То есть белок обязательно, хорошие жиры обязательно и обязательно клетчатка. То есть это различные овощи, зелень, ягоды, там, фрукты, кому можно. Да? Все просто. Все просто, да. Злаки. Там гречка, не знаю, какой-нибудь рис бурый, да, ну вот какие-нибудь злаки, вкусный, да, кстати, рис. Да, белый рис лучше вообще убирать, потому вот что теплую это водичку после того, как вот проснулись, это очень рекомендуют, это полезно. Да, это полезно, причем это полезно с физиологической, то есть это не просто модно, да, это действительно полезно, потому что теплая вода у нас расслабляет, у нас есть сфинктер Одди, да, желчный проток, через него желчь попадает в 12-перстную кишку, и то есть как бы теплая вода, она стимулирует его работу, расслабляет его и способствует и нормальной работе кишечника, и нормальной работе желчного пузыря. Теплая вода – это первое, чему учит Аэлита. Да. Когда кстати, я говорю, надо утром встать и выпить приучила. пол-литра теплой воды, у всех так глаза прям... потом они не могут без этого, кстати. А потом они не могут, привычка, да. Единственное, первое время может быть тошнота с непривычки. То есть, если я всегда говорю, если есть утром тошнота на теплую воду, значит, вам 100% ее надо пить. Вы продолжаете ее пить, и потом это пройдет. Если есть тошнота на теплую воду, значит, и есть проблема с желчным пузырем. И серьезно? Тогда, да. Многие просто... Давайте повторим, чтобы да, многие где-то услышат, надо пить теплую воду. Выпили теплую воду с утра, им такое, я говорю, мутит немножко, да. Все, они думают, значит, им это не подходит, не надо, прекращают пить. Наоборот, надо продолжать пить. Это пройдет. Да. Я пью с удовольствием, я уже месяц примерно. Аэлита научила пить воду с лимоном. Я не могу теперь без этого. И очень быстро привыкла, теперь обожаю лимон. И это, кстати, хорошая профилактика для вирусных заболеваний. Да. И я что хотела? Вообще надо пить воду.
Мы не умеем пить воду. А мы вот Да, поставили ну, воду. да, не мы, пьют, вот да. конкретно мы умеем, Да, да. кстати, А вообще элита. в массе, Да. вот я же слежу, у меня Вот, профессионально, вот я, допустим, где-то в ресторане, в кафе, на дне рождения, то есть я всегда смотрю, очень редко на столе есть вода. Обычно лимонад какой-нибудь, компот. Во время еды вообще лучше не пить, да, как бы, вот. Ну, и если пить, то это вода в небольшом количестве, в идеале там с лимоном. Мы не пьем воду. Я когда была в Штатах, я была прям искренне удивлена, вот, хотя все думают, что американцы, они все такие, все сидят на бургерах и так далее, там на бургерах сидят только очень бедные люди, потому что это считается еда для бедных. То есть Макдональдс, мы когда хотели зайти в Макдональдс, нам сказали, в смысле, реально, там бомжи кушают, ну, то есть, да, вот, и у них в этом смысле, вот куда ты ни придешь, в любое заведение, они первым делом тебе принесут графин с водой и меню. У нас этого нет. А я вот хочу о чем спросить, Аэлита. Те люди, пациенты, Кстати, которые вот у нас это надо попадают с определенными проблемами, у них как с питьевым режимом? Плохо. Вот, то есть это тоже усугубляет их положение? Да, да, плохо. Плохо, либо они вообще не пьют, либо они пьют все, кроме воды. Скажем так, если коротко, как это влияет на состояние организма? Любая Именно сладкая вода – гастроэнтерология. это жидкие калории. Это проблема с обменом веществ. Это просто, ну, как бы вся условно-патогенная флора, которая у нас живет в кишечнике, она любит сладенькое, да, и эти жидкие калории, они вообще доступны для этих жителей наших, вот, поэтому мы просто подкармливаем тех, кого мы не должны кормить, вот, поэтому пьем воду. Аэлита, если вот так обобщать, основные проблемы, с которыми к тебе обращаются, учитывая вот наши все традиционные застолья, со стороны гастроэнтерологии именно. Но это с желчным практически у всех проблема. Очень часто бывают там эрозии, да, язвы реже, конечно, бывают. И в основном, если честно, это проблемы с кишечником и печень. Говоря о правильном питании, очень часто у нас в обществе говорят, что вот, а наши дедушки, бабушки питались мамалыгой и фасолью, и ничего с ними не было, были здоровые. Кто-то скажет, а я вот после войны там росла, и у меня ничего не было из вашего новомодного списка продуктов, ну вот я выросла, но насколько здоровой выросла, тоже вопрос. Большой. Я подвожу к тому, что вот наша национальная кухня сегодня... Она остается такой же, но изменился состав продуктов. Качество. Качество продуктов, с помощью которых готовят эти блюда. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Вот как, что сегодня можно исключить из национальной кухни? Или как ее правильно готовить? Копченое. Нет. Не хочу, оставьте. Я обожаю копченое. Я знала, что скажут. Да, с копченым мясом вот как раз-таки самая большая нагрузка идет именно на печень, на фазу детокса. Это все-таки-то и продукты и канцерогенные, и токсичные для нашего организма, поэтому копченое 100% убирать. Все остальное, кстати говоря, чему очень удивляются мои пациенты, оно достаточно полезное. То есть я там ачапа, да, то есть если разобраться, что это какая-нибудь там трава, да, с орехом, вообще супер, там сациви, да, бульон. Обычно всегда делают сациви на домашней курице или там индейка, то есть, да, и опять орехи. Супер. Хорошо. Но мы говорим, например, о мамалыге. Да. Сейчас как делают мамалыгу? Добавляют манку и привозную кукурузную муку, а кукуруза растет, и неизвестно, чем ее одобряли. Да, скорее всего, там использовались какие-нибудь химикаты, выращивать самим кукурузу и не добавлять удобрения, там всякие пестициды и так далее. Их же добавляют для чего? Для того, чтобы был хороший урожай. Когда человек это делает на продажу, ему нужно как бы
купить это все, больше будет урожая, больше будет денег, да. А в деревнях делают, ну, можно выращивать кукурузу для себя, да. А селитра, вот селитра. Не добавлять. Это тоже вредно. Конечно, это все, что... то есть любые продукты, любые, да, все, что мы срываем, все вещества, полезные или вредные, они получаются с почвы. То есть вот все, что попало в почву, это все передастся растению. Почему, допустим, качество продуктов сейчас другое, там морковка, которая была 150 лет назад, и морковка, которая сегодня, даже выращенная без добавления, там, не знаю, селитры, еще чего-то, она абсолютно будет разная, потому что почва, которая была 150 лет тому назад, она была не такая загрязненная, и она была более богата всеми микроэлементами, нежели почва сейчас. Поэтому сейчас вот это вот бум, там, витамины, все пьют, потому что мы просто не получаем, даже если мы будем сбалансированно питаться, мы не получим из продуктов то, что нужно нашему организму в том количестве, в котором ему это нужно. И вся проблема в почве. Проблема в почве, и плавно мы подошли к витаминам. Витамины тоже есть мифы, о которых хотела сказать Асида. Про БАДы. Передумала. Нет, я все хочу продолжить про абхазскую кухню. Да. А вот еще, кстати, по поводу наших старших. Да, там... у них, да, они ели национальную кухню, но сколько раз в день они ели? 3. 2-3, да. То есть Трижды точно. Да. То есть это как, утром проснулись, что-то там поели, пошли, не знаю, на поле, куда-то еще. Там, если в обед либо на поле с собой взяли с собой, либо там пришли, да, и вечером. И все. В 9 часов легли спать, утром в 6 утра проснулись. Не было сладкого доступа, всякие печеньки, конфетки. У них были натуральные продукты, понятные, простые, и был физический труд. Конечно, они были здоровее. А сейчас, вот, ты можешь руку протянуть и достать из холодильника, там, из шкафа на кухне вообще все, что хочешь. Можно кушать бесконечно просто. И от этого тоже все проблемы, особенно с обменом веществ. Да. Ну, получается, что абхазская кухня, она в целом очень даже хороша для нашего здоровья. Да. Ну, например, просто если даже кукуруза там не так хороша, то можно исключить манку и сварить мамалыгу только на кукурузе. 100%. Более или менее полезно. Да. Единственное, как бы сделать больше акцент на овощи и на зелень. А там, не знаю, мясо, да, отварное, курица, там отварная, пожалуйста, ради бога. А соленье? Пожалуйста. Домашние соленья, они вообще очень полезная штука. Да, 100%. В таких условиях, когда у многих людей нет времени, возможности искать определенные магазины, в которых есть хорошие полезные продукты, изучать меню, в котором есть определенно сбалансированные там витамины, думать о том, что же вкусного приготовить ребенку, чтобы это было и вкусно, и аппетитно, и так далее, и так далее. И мы начинаем искать другие варианты решения задачи. Мы думаем, вот витамины нам точно помогут. Нет. Нехватка витаминов. Не что поможет. с этим делать? Нет, не поможет. Первое, да, что Комплекс не нужно искать витаминов магазины с полезной едой. Нужно просто искать в тех магазинах, которые доступны, полезное. Да? То есть как бы в любом магазине, на рынке можно найти. Специализированные магазины для этого не нужны. То есть здоровая еда, она понятная должна быть. То есть, ну, вот у меня в рекомендациях есть такое, то есть вы должны покупать продукты, которые вы точно знаете. Там вот это морковка, и вы видите там, что это морковка, это курица, это капуста. То есть простые продукты. То есть я всегда говорю, вы берете однокомпонентные продукты и из них готовите блюда. Покупая продукты, вот я своих, не даст соврать, я всех учу читать состав.
именно состав на обороте, да, который мелким шрифтом специально написан, да, потому что, опять-таки, маркетинг у нас вообще работает на 5 с плюсом, на лицевой стороне может быть написано без сахара, там, без консервантов, еще что-то, поворачиваешь, там будет какой-нибудь. И я иногда, когда читаю, у меня даже иногда пациенты пишут, лучше бы туда положили сахар, ну, на самом деле, чем вот это все, что там есть, да. И я всегда говорю, если вы хоть одно слово есть, которое вы не знаете, что это такое, не берите это. И все. И такие продукты можно найти лучше на рынке. Ну, либо в каком-нибудь супермаркете, то есть понятные, простые продукты. Назовем эти магазины, в которых можно найти что-то полезное. Я закупаюсь. Лично я. Да. Пусть. Бесплатная реклама. Сухомаркет. Я закупаюсь там. Рынок. То есть, ну, овощи, зелень – это 100% рынок. Причем я люблю сзади рынка, между рядами каких-нибудь бабулечек, что-нибудь такое страшненькое, маленькое. Вот, страшненькое, блестящее, однозначно говорит о том, что это полезно, что это местное, совершенно верно. То есть, вот это вот, нет, все такое морковки в размер, мытые, чистые, без земли, без почвы. Нет, всегда страшненькое такое, вот все невзрачное, там, перчики какие-нибудь такие, да, кривые, косые, да, они дешевле. И еще какой-нибудь магазин, чтобы хотя бы в центре я понимала, куда пойти, например. Куда пойти? Еще. В центре у нас... Микрозелень купить, например, или как ее называют? Вот Ацибра мне, кстати, нравится. У них как бы и микрозелень есть, и есть эти, ну, овощи, да, там, и у них, кстати, есть в заморозках, как они называются, домашние заморозки. В общем, там есть котлетки из индейки с брокколи. Да, я ее покупала. Замечательно. Да. То есть вот она... Полуфабрикаты полезные. Полуфабрикаты, которые полезны. То есть если нет времени делать самой дома, пожалуйста, можно пойти и взять. Я очень люблю в Ацибре иногда, вот когда, ну, реально едешь с работы и нет времени, я беру там голубцы либо в лохане, либо в виноградных листьях, и, в принципе, очень, да, там есть немножко белого риса, ну, скажем так, миска салата компенсирует. Но это же не каждый день, да, то есть как бы поэтому лучше так, чем, я не знаю, пиццу заказать. Про магазины мы поняли, вот я все-таки про витамины продолжу. Можно ли все-таки на них надеяться, что мы пополним свой дефицит витаминов? Никогда. Нет. Витамины, скажем так, с ними вообще все очень сложно. Вот про них очень много говорят, и к сожалению, они доступны, ну, у нас вообще, в принципе, любое, и антибиотики, да, доступны, вот, да, но многие думают, что витамины – это вот такое все безопасное, и вот я пойду сама там, я в интернете увидела, там что-то почитала, подружка там попила, соседка попила, и тоже куплю. У меня была один раз пациентка, которая присылает мне, и у нее вот так стоят 27 банок. Серьезно? 27 банок. Что это за И банки? она все это пила. Сколько витаминов? То есть, ну, это, конечно, шок. То есть даже витаминами можно там такого наварить. Заработать, да, как говорится? Да, и еще витамины пьем, помогая нашему организму справиться, да, с какой-то ситуацией, либо восполнить какой-то дефицит, опять-таки подтвержденный анализами, да, то есть либо клинически прям вот яркая какая-то картина, и тогда врач как бы может назначить, да, либо подтвержденная анализами, а не так, что просто кто-то сказал в блоге у себя, что там, не знаю, нужно пить вот это для волос, или вот это у тебя будет красивая кожа там, или ногти, этого делать нельзя, потому что вам это может не подойти. И я вот сейчас хочу спросить. Каждая девушка старше 25 лет хочет выпить коллаген, чтобы у нее кожа была в идеальном состоянии. А давай скажем так, когда ее нельзя пить?
Тут дело не в том, тут что когда наверняка не есть взять, какие-то противопоказания. вот вообще в целом, и витамины, и коллаген, и все. Это все же усваиваться должно. Мы пьем это для чего? Чтобы это Да. усвоилось, правильно? Если у человека есть проблема в ЖКТ, это не будет усваиваться. То есть нужно подготовить сначала свой ЖКТ, а потом уже пропивать точечно то, что необходимо. Учитывая, опять-таки, пить коллаген, но при этом не доедать белок, иметь сниженную кислотность, и это ничего не будет всасываться, не добавлять к нему все кофакторы, которые нужны, чтобы он усваивался, чтобы он вырабатывался кожей, да, то есть как бы, ну, деньги на ветер. И причем у нас сетевой бизнес развился, и буквально со всех этих блогов и страниц кричат о том, что вот витамины хорошие, пейте, Да. вот Не тот все же витамины коллаген, который хорошие, ты да. назвала. Не любой витамин хороший, Да. и не любой коллаген хороший. И Да. даже известный всем сайт, у меня многие говорят, ну я вот американский пью с этого сайта. Мгм. Я говорю, ну это просто интернет-магазин, Да. где продается эта продукция. Откровенно говоря, 70% то, что там находится, это, ну, Мгм. не самого лучшего качества. Мы подведем итоги без анализов. Ни в коем и без случае. рекомендаций. Самостоятельно ничего пить нельзя, ну, даже витамины. Но сезонный прием витаминов, я насколько знаю, там, допустим, зимой, ну, я могу быть не права, Да. но все-таки скажу Да. об этом. У меня Ну, это омегу, там, автоматический рыбий рефлекс на жир, лице. допустим, пропить, да, какой-то Мгм. период. Потом, возможно, там магний B6, да, Ага. несколько месяцев. Ага. Ну, что-то вот такое. Я об этом слышала. Правда ли это так? Ну, так ли это? Частично. Да. То есть сезонный Частично. прием витаминов, он оправдан. Это... Вот мне то, что мне не нравится в этой истории, что когда мы говорим про сезонный прием витаминов, то есть это говорит о том, что вот мы в какой-то определенный момент времени мы хотим быть здоровыми, а все остальное время нет. Здоровье – это вот постоянная прямая, которая, да, идет. И мы должны каждый день об этом заботиться, а не только в определенный сезон, там, из-за лета, зима, Ну, да. сейчас у нас То есть как бы это больше- должно быть постоянно. У вас может быть не в сезон какой-то дефицит, Да, ну да, я думала, что а в возможно сезон какой-то этого сезон дефицита может существует. не быть. Да, ну То все. есть это же... Значит, бесплатно мы не можем понять в любом Да. случае, чего нам недостаточно. Да. Сейчас... А все-таки сейчас давай, Арда, извини, кое-что уточню. Витамин D, мы так знаем, что его нужно принимать там Всем. детям до 3 Постоянно. лет постоянно. Всем. Ну, вот, Постоянно. это единственный витамин, который нужен постоянно. Да, единственное, корректируется доза, исходя из анализа. Мгм. Вот это тоже важно. Тоже Да. не получится просто так начать и видеть, что Все равно надо может- пойти и дать доза может анализы. навредить. Про витамины D и С очень часто сейчас говорят, потому что пандемия, и каждый врач, который лечит, он обязательно прописывает витамин D или витамин С. И мы подводим сейчас Аэлита к тому, что у нас в Сухуми непосредственно ты, как доктор, не осталась в стороне и тоже внесла свой вклад в борьбу с ковид. И какой-то период, где-то месяца 2-3, и, Ну, насколько больше, я знаю, больше. ты принимала пациентов больше. Я месяца 2 как перестала просто их принимать. Все А. это время я их вела амбулаторно. То есть Да. 1,5 года, получается, Да. ты И я вела до сих пор на горячей линии по ковиду с первого дня, и до сих пор я на горячей линии по ковиду. Получается, ты можешь такой анализ провести и, возможно, понять, что ковид меняется и лечение тоже меняется. Я помню, что первые пациенты, которых ты лечила витамином С, лошадиной дозой витамином С, очень сильно удивлялись, а родственники паниковали, потому что что, она антибиотики не прописала? Да. Расскажи, как это было? Вот Ну, это это- происходило интуитивно или на тот момент Нет. ты уже, учитывая вот свои связи там и свою постоянную Да. учебу за пределами, да, там в США и так далее, ты уже слышала о новом методе Да. лечения ковида? Ну,
Ну, во-первых, как превентивный врач, то есть немножко другой подход к этому ко всему. И это подход не только основанный, скажем так, на том, что вот мы так решили, этому всему есть исследования, которые подтверждают эффективность витамина С, витамина D, витамина Е, там, да, цинка и там еще ряда других веществ. То есть это все научно обосновано, просто чтобы все это понимали, да, вот. И это действительно эффективно. Я недавно чистила свой телефон, после того, как перестала заниматься ковидом, я стала прочищать свой WhatsApp, я удалила 1816 переписок, учитывая, что каждый, то есть это переписка, допустим, с одним из членов семьи, где, ну, обычно минимум 3-4, у меня были семьи, где 8 человек, 13 человек, там, не знаю, 4 няни, да, то есть, ну вот, антибиотики назначила, наверное, ну вот на пальцах 2 рук можно. Ну это же было в новшество Да, тогда, они когда боятся, для них это, да, но ты постоянно с ними на связи, объясняешь, что давайте еще день, еще 2, если надо будет, мы назначим, там, и так далее. Конечно, это требует большей отдачи как врача, ну вот в плане времени твоего, которое ты тратишь на это, да. У меня вот правда, у меня элементарно, я не расставалась с телефоном, я покушать там не могла, то есть я кушала с телефоном в руках, постоянно разговаривала, ко мне там, если девочки приходили пить кофе, я вечно была на телефоне, то есть они приходили, между собой посидят, кофе сами сварят, попьют, пока я как бы всем отвечала. Но зато это без последствий, ну как бы да, пациентам страшно, но когда доктор должен быть сам уверенный в том, что он делает. И когда ты объясняешь пациентам, что ковид – это вирус, антибиотики – это препараты, которые пьют от бактерий, это антибактериальные препараты, убить ими вирус невозможно. Это то же самое, что лечить сахарный диабет препаратами от давления. А когда присоединяются бактерии, это же может быть определенный этап лечения. Ну, для этого есть анализы, по которым мы четко видим, есть бактериальная флора или нет, да, и вот я говорю, я могу на пальцах там руки пересчитать тех пациентов, у которых присоединялась, да, была бактериальная флора, и этим пациентам мы назначали антибиотики. Чтобы вот такой метод лечения был эффективным, наверное, я так предполагаю, еще нужно вовремя обратиться к врачу. Совершенно верно. Да, ну, как бы всегда надо обращаться в самом начале. Да. Вот, у меня еще была ситуация, ко мне потом многие, это же у нас же сарафанное радио, и вот многие уже обращались ко мне именно с тем, что, потому что я вот как-то пошло, что вот Аэлита лечит ковид без антибиотиков. Но дело не в том, что это я так лечу, да, дело не в этом, а дело в том, что как бы ковид в принципе можно лечить без антибиотиков. Но сейчас к этому уже пришли наши врачи. Да? Вот вначале... Вначале на меня тыкали пальцем и говорили, что я сумасшедшая, а теперь к этому пришли. Ну, слава богу, что к этому пришли. Ну да, я через это прошла. Я провела 2 антибиотика, в то время как Аэлита спокойно лечила витамином С. Я что хочу сказать. Когда человек болеет ковидом, очень важно его питание. Тебе удавалось 100%. Корректировать. И мы знаем, что у тебя история не то, с Гудаутским госпиталем. Вот тоже с Гудаутским госпиталем там ситуация была в чем? То есть ко мне обратилась эндокринолог, она у нас работает. Я не буду как бы называть никого, вот, потому что мы вообще об этом не говорили. Нет, ну мы просто как-то не афишировали это, мы просто это сделали, скажем так, и все. И она там работает как эндокринолог и до сих пор, то есть те пациенты, которые находятся в стационаре, это всегда, ну, как бы тяжелые пациенты, у которых массивные просто дозы дексаметазона. Да. И он практически у всех вызывает сахарный диабет. Да? Многие пациенты уже с сахарным диабетом, которые туда приходят, многие без, и они как бы на этом фоне его себе зарабатывают. И она обратилась, и она говорит, это просто какой-то караул в том смысле, чем там кормят. То есть у них и так там сахара скачут, да, и их там булками еще кормят. И я меню расписала, как это должно быть. Главный врач, спасибо ему вообще большое за это, он нас сразу же поддержал, и кто там в пищеблоке, да, то есть как бы они сразу же эту идею нашу поддержали. И вот... Как хорошо, когда встречают... Да, такое. Очень многие вещи просто как бы они не задумывались об этом, что это важно.
да? Да, И, им ну, не до то есть, этого, как бы, наверное, было. При болезни очень им важно. искренне, ну, правда, им было не до этого, то есть, как бы, они думали о том просто, как спасать, да, как бы, людей, и питание это вообще, ну, грубо говоря, в последнюю очередь было, да? Вот наша эндокринолог обратила на это внимание. А по факту питание влияло на скорость выздоровления? Вообще, в принципе, в период болезни то, как мы питаемся, точнее, то, как мы не питаемся, влияет. Да? Обычно я не рекомендую много кушать в период болезни, много пить жидкости, бульонов, и этого достаточно. То есть ничего страшного не произойдет, если человек там несколько... Вот элементарно, вот кто болел, знает, что когда болеешь, нет аппетита. Ну, это у меня, по крайней мере, я не помню, когда я последний раз болела, но обычно, да, там, я не знаю, в студенческие годы к моменту уже чуть-чуть начинаешь, когда выздоравливать, да. И тут как бы важно пить много воды. Вот мы так много говорим о питании, и ведь очень важно еще, как питаются наши дети. Да. Особенно дети, которые ходят в детские сады, всегда и твои дети ходят в садики, мои, и Аэлита. Наши дети большую часть времени проводят в детских садах, и мы сейчас заговорили о государственном... Я бы даже сказала, что в те дни, когда они ходят в садик, они весь день питаются там. Да. Ну, как бы дома только ужин. 3 получается. 4 раза в день, и да. Я знаю, что в 2017 году, если я не ошибаюсь... Я не помню, какой это был год, но был круглый стол на эту тему. Да, и вообще... И не только круглый стол, об этом говорила, по-моему, вся страна, весь Сухум уж точно, и все чаты родительские, да? Да. Мое имя, я представляю, сколько раз там произносилось. Значит, совместно с Горуно Аэлита вы хотели внести изменения в мы начали детское это делать. меню, в меню в детских садах. И вот как Асида говорит, тогда родители подняли шум, некоторые родители подняли шум, которые, может быть, на тот момент не понимали всю полезность и важность сбалансированного, правильного детского питания. И я хочу сейчас зачитать... Я попросила вчера своих подруг, своих сестер прислать мне меню с различных с различных детских садов, чтобы вот понять, чтобы общая картина у меня была, вот как в целом кормят детей, да, в садике. Я вот пока смотрю, вроде вот все очень аппетитно, вкусно и разнообразно. Вот, например, допустим, да, там с утра каша пшеничная, цикорий, там хлеб с маслом, потом на первое вот в обед там борщ, суп может быть, тефтели, котлеты с макаронами, там тефтели с мясом, там в соусе, компот, хлеб тоже все идет на обед, да. Потом вот полдник, да, я правильно понимаю, там булочки могут быть, печенье, молоко, чай, бананы и так далее. Вот, а компот из сухофруктов нету, да? Да, есть такое тоже есть, да. Здесь у меня 3 меню, я просто сейчас обобщенно как-то все соединила. По большому счету, вот кто посмотрит, ой, какое хорошее меню в месяц родители... Разные слова, разные названия, да? Первое есть, второе есть, выпечка есть, сладкое есть, все есть. В месяц в государственном садике платят родители всего 300 рублей. То есть на эти деньги, да, вот от родителей получается, что ребенок очень плотно, сытно питается. Вот что в этом меню не так, что вот в 2017 году вы хотели изменить его, и поднялся шум. Да. И вообще, почему не получилось довести это дело до конца? И вообще питание в садике это прям больная тема. Что помешало? Финансы в первую очередь. Мы каждый раз упирались в то, что нет средств. То есть на тот момент, насколько я помню, в сутки на ребенка в садике на 4 приема пищи выделялось 85 рублей, что ли. Вот на 85 рублей, да, надо ребенку... Даже не 100, 85. 85 рублей. Ребенку надо дать завтрак, обед, полдник. Да, то есть это 3 приема, и там перекус еще один. Второй завтрак, обед и полдник. То есть это 2 таких полноценных приема пищи, да, и 2 перекуса.
на 85 рублей, да, это можно, но очень-очень сложно, во-первых. Ну, как бы при желании, конечно, можно постараться, но это будет тоже не идеально, но хотя бы лучше, чем то, что есть, да. То есть и мы каждый раз вот упирались в это. Потом мы упирались в то, что нам говорили, что вот, а вы сначала, допустим, в каком-нибудь садике, в частном, потому что в государственном мы это не можем сделать, потому что там свои какие-то санэпиднормы и так далее, то есть своя бюрократия. Но вам же удалось снизить норму сахара в день для ребенка, вы же какое-то изменение сделали. Но это больше, как бы, скажем так, уже когда они поняли, что хоть что-то надо сделать, вот, да. Но и получается, то есть как бы вот вы в частном садике, допустим, в каком-нибудь поговорите, вы детей перед этим обследуете, и пусть они там полгода питаются, вот как вы там пишете, и потом обследуйте еще раз, и что вот какие они были, какие вот они стали, да, дети там по дефицитам и так далее. И тогда это будет основание для того, чтобы, то есть как бы это вот... Это как будто частный проект они предлагали, да? Ну, да. Не, ну это правильный подход. Нет, разве? Вот изучить ситуацию, посмотреть на картину и внедрить уже. Ну, врачу кажется, как что картина очевидна. Посмотрите, ребенок растущий, должен получать определенное количество белков, жиров, углеводов, да, в день, определенное количество тех или иных там витаминов, микроэлементов и так далее. Вот из того, что меню там есть... Кстати, да. Просто вот мы в самом начале говорили о том, что на каждый прием пищи должен быть белок. На каждый прием пищи. Ну, у детей тем более, потому там на завтрак идет всегда только каша, всегда на молоке, хлеб с маслом, с вареньем, с каким-нибудь джемом и чай сладкий. То есть это углеводы, сверху углеводы, и еще запили все это углеводами. То есть кусок торта ребенок. Да, на завтрак пришел, съел кусок торта ребенок. Причем не самого хорошего качества. Ну, вам все равно тогда оказали же поддержку. Надо это признать, что Людмила Родионовна тогда была. То есть они, государственные структуры, пошли навстречу. Многие директора садиков прекрасно, то есть они понимали, они прям с таким, ну вот, правда, воодушевлением и так далее, но больше родители почему-то стали, против. Не знаю. Да, но то, что не получилось, все равно виноват не родители. То есть мы поменяли вот 2 недели, детям вместо обычного хлеба давали кукурузный хлеб. Мои дети вот расскажите, какой там кукурузный хлеб, это вообще прелесть. И вот что было в меню? Мне было странно, то есть, ну неужели вот просто для того, чтобы... Это же настолько вот понятно и банально, что вот это полезнее, чем вот это. Вот это вашему ребенку даст больше полезных веществ, чем вот это. И для того, чтобы вот это сделать... На самом деле просто нужно, чтобы, скажем так, более вышестоящие люди этого захотели. И все. Ну вот мое личное мнение. Они просто должны этого захотеть. То есть мы натыкались на такие проблемы из серии, там они говорили, то есть у меня там было, я помню, омлет, с утра омлет с зеленым горошком. И вот они эти дети там не доедают, они все там оставляют на тарелке, все не съедают. Ну так, простите, как бы они и кашу не все доедают. Да, ну, то есть, как бы тут проблема не в... Ну, то есть, как бы потом, ну, и понятное дело, ребенок там до 3 лет ел это, и вот ты ему даешь омлет, который, возможно, он там никогда и не ел такой омлет. Для него это новое, ему нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Он не может это вот там, да, сразу раз и сделать. Не то, что ребенок, взрослые люди не могут сразу поменять свои привычки вкусовые. Ну, ребенок же может привыкнуть, конечно, да, к этому меню. Конечно. Еще я помню, вот Асида про чаты рассказывает, что родители тогда еще возмущались тому, что вот молока не будет в кашах. Как это каждое утро не будет каши у ребенка? Ну, потому что в этом молоке покупном, простите меня, тоже пользы никакой, пастеризованное. То есть хорошо, детям до 5 лет молоко допускается при условии, что нет там, да, определенных
определенных непереносимостей и так далее. Такие дети тоже есть, да, вот, и это надо учитывать, а у нас это не учитывается, да, то есть как бы дети там с аллергией, не с аллергией. Мне многие мамы писали, там, вот у моего ребенка там аллергия на это, но как бы что дают, то дают, да. Вот. У нас нету практики давать с собой еду, чтобы, да, там, если у ребенка какое-то специализированное питание, да, там, давать с собой, чтобы в садике ему давали, то есть как бы его еду домашнюю. Вот. И... Каждый день молоко вредно получается, да? Да. Особенно, ну, как бы хорошо, если это домашнее молоко, в нем есть хотя бы какая-то польза, да, то есть там действительно есть там всякие витамины там и так далее, да. Покупное пастеризованное молоко, ну там, простите, там нет ничего, абсолютно ничего, кроме сахара молочного, да, который, ну, как бы не самый лучший элемент для здоровья ребенка. Вот в Российской Федерации в 2020 году, если я не ошибаюсь, внесли изменения в нормы сахара для детей в дошкольных и школьных учреждениях. Если у нас в стране, там, в садах, пусть даже гастроэнтеролог не совсем одобряет это меню, да, в садиках, питание все-таки налажено, есть питание в садах, государство оплачивает питание детей, то в школах у нас совсем катастрофа. Это там вообще питания совсем нет, там нет полноценных столовых. Дети, если есть столовая, это означает, что там продают булочки, какую-то выпечку и так далее. Вот это проблема же, Аэлита. Конечно. Это глобальная, по-моему. Это проблема, которая нам аукнется, когда эти дети вырастут и станут работоспособным населением. Потому что вот даже сейчас, то есть как бы любому работодателю нужно, чтобы его работник был активный, трудоспособный, да, там, энергичный, то есть выполнял за определенный промежуток времени максимум работы, часто не болел, не уходил на больничный, потому что это все как бы потеря денег. И когда мы вкладываемся в здоровье, вот сейчас, допустим, во всем мире очень стало популярно, и я надеюсь, мы к этому придем. У меня уже был один такой запрос, и я прям очень, мне это порадовало, чтобы я прочитала лекцию про вообще базовые основы, да, правильного питания в одной из организаций для сотрудников. И мы когда-нибудь к этому придем. Я надеюсь на это, да, то есть как бы чтобы, скажем так, вырастить здоровое поколение, да, потому что оно потом будет строить там наше государство и так далее. И экономика будет проседать, потому что мы будем тратить кучу денег на здравоохранение, да, и на, скажем так, особенно когда у тебя есть ограниченный бюджет. Я просто работала в Минздраве и понимаю, как это вообще все устроено. То есть у тебя бюджет ограниченный, проблем у тебя, то есть у тебя бюджет рассчитан на вот это, а проблем у тебя вот столько. И ты из этих всех проблем должен выбрать те, которые самые важные сейчас. Но большая часть этих проблем, она может решиться путем нормального сбалансированного питания с детства. Например, сахарный диабет. То есть это то, что люди зарабатывают себе, да, то есть мы тратим деньги на инсулин, на то, на сё. Это то, что государство Просто как бы обеспечивает смотреть, бесплатно. Если мы начнем как бы уделять чуть больше времени на питание, возможно, у нас освободится немножко средств, которые мы тратим на тот же самый инсулин, да, и потратим это на действительно важные какие-то вещи, на какие-то заболевания серьезные, да, которым там, не знаю, какие-нибудь операции серьезные нужны. Мне еще кажется, что-то. сейчас очень важная вещь прозвучала на самом деле. Да, но Когда мы не пытаемся осознаем этого. Ну, как врачи говорят, мы лечим не анализы, а лечим ребенка. Да. Вот, то есть по состоянию. И вот тут в этой проблеме нужно смотреть в корень, потому что это на самом деле очень важно. Важно донести до каждой мамы, что нужно готовить правильную пищу. Я себя к этому приучаю. Я откровенно скажу, что это тяжело. Очень. С учетом того, что мы ходим в магазины, которые рядом с нашим домом, там в основном продаются то, из чего ты не приготовишь, ну, скажем так, полезности, да,
Спорный Это немного вопрос. тяжело, да, Да. потому что Спорный немножко овощи не вопрос. всегда найдешь, да, с На утра, рынке. возможно, мы не успели купить продукты, да, Мгм. но нет овощей в холодильнике. Мгм. Что-то заменить нужно, чтобы было интереснее там детям покушать, да. Ну, ск- это нужно ну, к планировать. этому нужно приходить. К этому Я нужно прийти, да, однозначно скажу, 100%. нужно подготовиться информационно, нужно прочесть. Вот я Да. сегодня пыталась там поискать в интернете, я Мгм. примерно скажу, что нужно сделать для того, чтобы начать там правильно питать. Ну, вот, убрать пищевой мусор. 100%. Например, Это первое. Первое, просто. сахар, сахаросодержащие продукты. Да. Значит, нужно принести что-то вместо этого. Белую выпечку и белые мучные изделия. Это Мгм. вообще мы к этому привыкли с самого рождения. И тут голова лопается. Что нужно? Там, ладно, из кукурузной Да. муки что-то сделать можно, там еще что-то. Дальше, колбасу. Это вообще... Многие мамы кормят двухлетних детей колбасками, полувареными, полусырыми, там, Да. жареными. Сосисками. Это трагедия. Да. Как воздействовать на умы Говорить. поколений То есть мы, мамам? мы каждый раз к Откуда? этому возвращаемся, говорить, информированность должна быть, больше уделять этому внимания. Возможно, это должна быть какая-то государственная политика, да, то есть какие-то, да, программы, какие-то мероприятия, да, то есть как бы я бы вообще, допустим, просто взяла бы и запретила бы, чтобы вот явно вредные продукты вообще в принципе проходили через Чипсы нашу хотя бы. границу. Вот я иногда захожу в Чтоб дети не магазин, ели и я вот вот это. мечтаю, вот я думаю, вот, ну, как бы мы все вот была бы такая возможность вот просто взять и запретить, чтобы это просто не привозилось. А сейчас скажут, это нарушение прав человека. Это Нет, типа- так не скажет. Тот, кто понимает, это не Да. скажет. Ну, Ну, вот если люди это же есть, было которые бы, скажут, ну это да, будет нет, проблема. 100% есть. И поэтому как бы надо говорить, не будут люди ходить это покупать, магазины не будут это привозить. Вот элементарно, я помню, да, сухомаркет какой был там, в 13-14 году, и какой он сегодня. И я прям радуюсь. У нас иногда продаются такие вещи, там, ну вот я прям реально, вот мне прям приятно, что у нас стало это быть, ну это стало доступным. Это тенденция, да. Девочки, я хочу вернуться к теме очень злободневной. Питание в школах. Я хотела бы, чтобы вы озвучили... Его нет. Его нет, да. То его нет, восклицательный знак. Да, питания в школах у нас нет. Да. При Родители этом дают наши детям 100 рублей, чтобы они купили булочку. купили булочку. Это происходит у нас в школах. Да. И там еще батончики Да, они потому себе что, покупают. объясню почему. Да. В школах вот эти, то, что там, да, пищеблоки, это частные, скажем так, типа мини какие-то столовые, да, их так назовем. Они берут в аренду помещение школьное, которое выделено как бы под, получается, пищеблок, в частную какую-то ИП, и которые там, кто-нибудь их регулирует вообще? Но они продают то, что покупают дети, то, что им выгодно. Это понятно. Чтобы дети никуда не ходили, Да. там, в другой магазин. Ну, у нас была, да, такая ситуация, когда, ну, как бы, опять-таки, без фамилии, без ничего. То есть, первый у меня был шок вообще, что, в принципе, дети выходят во время школьных За занятий территорию, да? за территорию школы. Да, ну, как бы элементарно, простите, ты ребенка отдаешь в школу, идешь на работу со спокойной душой, там, занимаешься своей работой и думаешь, что он, как бы, находится в стенах школы безопасности, а он может пойти, там, через дорогу в ближайшую, там, палатку, да, или там еще что-то и купить себе все что угодно. Да, то есть как бы это первое. А потом, ну то есть как бы у нас это вот системно. И одна из них, она мне говорит, вот вы сначала запретите, чтобы вокруг вот в этих, да, магазинах, которые рядом с школами, чтобы не продавали школьникам продукцию. Тогда я не буду это продавать у себя, потому что дети иначе уходят туда. То есть они относятся к школьникам как к потребителю. Да, как Ну, я к сказала, К да, они обычному продают то, что им потребителю. То есть у выгодно, них нету к ним такого отношения, что это дети растущие, которым нужно, как бы, их нужно правильно кормить. Но об этом должно заботиться государство. Да. Вот в школах нету питания. Да. В садах питание, которое не одобрил Им дают, гастроэнтеролог. Скажите, к чему это приведет нас в будущем? Ведь это целое поколение растет. Да. Какими Будет болезнями просто мы столкнемся в поколение будущем? нетрудоспособных людей, и наша экономика будет еще больше проседать. Ну какие это болезни, например?
Да, все что угодно. Ожирение, сахарный диабет, гипертония, всякие Вот скажем, проблемы до с 30 лет. желудочно-кишечным трактом. Вот. Да, то есть С как какими бы это всякие воспалительные заболевания, гастриты, там, я не знаю, Да и на панкреатиты, приросте населения это холециститы. скажется, Да, как я понимаю. все болезни практически, если мы не говорим про какие-то генетические заболевания, да, когда Да, есть поломка в генах, ну вот 90% это связано с питанием. Причем это связано с питанием не просто с садика или со школы, это связано с питанием мамы до того, как она еще вообще решила завести ребенка. Не говоря уже про питание мамы во время беременности. Во время беременности хочется все, что нельзя вообще кушать. Ну это неправильно. Да, У это, меня была конечно, недавно, неправильно, у меня но... была пациентка, а у нее, значит, уже второй ребенок родился, вот, и она, у нее проблемы значит, с ЖКТ, и, ну, и она говорит, да, конечно, там я могу там бургер, там я поела еще что-то. Она кормит ребенка, и я говорю, в смысле, вы кормите, и при этом вы кушаете то есть у меня сразу шок. Она говорит, ну да. Я говорю, сколько ребенку там? 9, по-моему, месяцев было, да. Я говорю, вы готовы 9-месячному ребенку дать бургер? Вот так нарезать? Или в блендере взбить в кашу и дать ему? Вот. Ну нет. Я говорю, ну то, что какая разница? То, что вы едите и кормите его, это все ему достается. То есть наших детей можно научить правильно питаться, и это полностью в наших руках. Совершенно примере вообще, не как нужно я понимаю. этому как бы специально учить. Да, Не На нужно. примере получать. Себя нужно, вот себя. Вот Дети надо хотят взрослым. кушать обычно то, что едят То, что дома им за дают. столом. Вот ребенок Да. родился, он ест то, что он ему видит. дают, то, что Да. он видит. Да, то есть как бы, а он же не сам решил, что на свете существуют чипсы, он не знает об этом абсолютно, он это узнает от взрослого. Да. А Элита, мы в преддверии Нового года, и сейчас, я знаю, большинство населения будет готовить ведрами оливье. Вот скажи, чем можно заменить оливье? Чем можно заменить оливье? Ее по-другому... А чем майонез заменить можно? Оливье. Майонез можно делать дома Самой, самим. да. Вообще прекрасно, очень вкусно получается, вкуснее, чем покупной. Картошку в оливье можно либо ее совсем убрать, либо можно заменить, вот я заменяю на цветную капусту, допустим. Вот, вообще разницы никакой нет, правда. Вот, что у нас там еще идет в оливье, я не помню уже. Вот, ну все остальное, в принципе, морковка, майонез, горошек. самое основное зло в этом и салате. вместо колбасы можно сделать грудку, да, куриное филе, отварить и нарезать. А самое главное, что, Элита? Самое главное – это норма. С оливье самое главное – сохранять норму. Не только с оливье. Во всем должна быть норма. Вот у нас такая подводка была, что ты точно знаешь, как пережить грамотно новогодние каникулы. Да, я точно Элита, знаю. рекомендации нашему населению, пожалуйста. Рекомендации нашему населению. Как это? Минута рекламы, да? На самом деле мы разработали меню новогоднее, но это не просто новогоднее меню, где есть рецепты. Там еще есть такие наши рекомендации с нутрициологом совместно с Алисой, где там как правильно там выстроить там свой режим 31-го в течение всего дня, да, то есть как бы мы обычно как делаем, мы весь день ничего не кушаем, чтобы потом 12 часов вот как следует за весь день. Вот этого вообще категорически делать нельзя. И вот там как правильно там питаться 1 числа, да, то есть как бы вот как из этого выйти, чтобы это было безболезненно, чтобы потом не надо было кучу... Ну, мы вообще мы хотим, мы хотим для наших зрителей, специально для зрителей обсных Самое главное, да, сделаем 31 числа, самая большая ошибка, это то, что вот то, что я сказала, да, мы голодаем весь день, чтобы потом поесть. Ни в коем случае этого делать нельзя. То есть позавтракали, пообедали и поужинали. Обычный там, допустим, день, да? обычный абсолютно день. Там в 10 часов, грубо говоря, позавтракали, в районе 2 пообедали, в районе там 6-7 поужинали. Второй момент.
вечером, когда уже как бы праздничный стол, какие-то легкие закуски, чтобы это были. Закуски, не салаты, не Ну, полноценный салат это может быть, но салат как бы не вот, заправленный майонезом, а да, политый оливковым да, маслом. да, вот что-то С такое удовольствием легкое, сделаю. трава какая-нибудь, да, то есть Ты какие-нибудь сделаешь ПП-блюдо закусочки. на 35? Я точно сделаю без Я майонеза тоже салат. буду делать. Да, Мы я вам делаю на сфотографируем, хорошо. пришлем. У меня вот, допустим, муж у меня постоянно просит, не знаю почему, на Новый год греческий салат. Но он в принципе, Да, не, ну то есть он простой, вообще легкий, супер полезный, полезный, да. Ну то есть как бы вот, Хорошо, поэтому десерт на Новый год. Вот что делать с десертом? десерт на Новый год с этим сложнее. Ну, на столе должно быть что-то сладкое, чтобы Новый Ягоды, год начался. орехи, Ага. Да, ягоды, вот я хотела сказать орехи, об этом. Да. потом вот сушеные наши, Сухофрукты. да, сухофрукты Не не все, совсем не всё, да? всем, да, вот у нас сушат там киви, вот такие вот, как Яблоки. они В смысле, называют? местные производители? Да, вот То есть, это если можно. сухофрукты, то только местных производителей, потому что они их правильно сушат. Да, они их правильно сушат, не в сиропах, ничего, они просто как бы Мгм. оттуда вода уходит, и как бы это хорошо, нормально. Вот, ну и все. Вообще Десерты отлично. это могут быть какие-нибудь пироги, то есть что-то, где минимум хорошо, так уж и быть, Мгм. сахара, да. Мгм. Можно там сделать что-то на с ореховой именно мукой, это будет тоже очень прикольно и очень вкусно. Но даже если это будет какой-то десерт, там какой-то торт, да, чтобы он был после салата, а не вместо Аэлита, ну вот салата. хачапур мы убрать не сможем никак с нашего стола. Опять-таки, Придётся. хорошо, после салата. То есть, либо убрать, ну вот кому-то придется убрать, да, то есть, как бы, опять, если вы, то, о чем я сказала, да, позавтракаете, пообедаете, поужинаете нормально, как это вот в обычной, в 12 часов ночи особо есть не захочется. Да, обычно так и бывает. А мы обычно в 12 часов, и опять-таки, это вот должно быть, вы сели, и вы вот положили себе на тарелочку, да, все, вот съели и все. То есть вот прием пищи, а не так, что это затянулось до 7 утра, когда бесконечно вот это. Оливье. А потом Да, положили ложечку, Ну, давайте поели. мы И не забывать про скажем, алкоголь. как есть. Сейчас так время поменялось. Это несколько лет назад мы там в гости до утра ходили друг к другу. Да, Сейчас в период сейчас- пандемии все очень серьезно поменялось. Да. И Дай бог, чтобы мне свет кажется, был. что особо уже никто не заморачивается на том, чтобы там кучу еды приготовить. Нет, Ну, сейчас как да. раз таки все дома готовят, и потом Ну как, это же неделю- надо накрыть стол, сфотографировать и выложить. У кого лучше? А мы с Асидой сфотографируем, пришлем вам. Да, я буду Покажем, какие одобрять. вы молодцы, приготовили ППшные Я буду блюда. одобрять, да. Сида, ты знала, что Аэлита шакая, но на самом Но деле... не шакая. Но не шакая, да. Я узнала об этом перед нашей встречей. И я была совсем недавно. шокирована. Да, Ну все как шокированы. шокирована? Ну правда, я не ожидала. Вот наша абхазская шакая, я У думаю. меня девочки на работе говорят, ты уже шакая. Ну, в смысле, тебя по-другому никто не воспринимает. Ты шакая. Аэлита у нас из Москвы. Да. Вернее, Ну, она вообще родилась здесь, Да, да. она родилась и выросла здесь, в Абхазии. И сейчас мы рассказываем что-то новое, что не знали твои пациенты. Началась война, вы переехали сначала в Адлер, потом в Москву. И у тебя было интересное детство, связанное с санаторием, где ты... Да. Но это был не совсем санаторий, это был детский оздоровительный комплекс. Мы там... Даже с детства со здоровьем все связано. Да. Может, это повлияло, Да, кстати. Ну, не знаю, может, где-то там на каком-то подсознательном уровне, да. Папа же привозил детей из детских домов. Да, и папа туда привозил детей из детских домов на летний период. То есть у нас территория была разделена, там было 2 жилых дома для сотрудников, и 3 корпуса было вот для тех, кто там отдыхает. И в летний период там папа привозил туда, и в зимний тоже, детей из детдомов, чтобы они там отдыхали. У них была своя детская площадка. Вот, у меня была один раз такая интересная история. А папа мой со временем там стал директором. Вот, и как бы у нас была своя территория, у них своя территория. И мы с подружкой отдыхали, гуляли там по их детской площадке, что-то там на турниках мы висели. И кто-то из детей с балкона номера, мол, вы кто такие, здесь местным нельзя вообще играть и так далее.
Я так смотрю на нее, говорю, вообще-то, я говорю, мой папа тут директор. Я ему сейчас пойду скажу, он вас завтра всех отсюда выгонит. Папа, конечно, меня поругал, что я так сказала, но... А я вижу, ты с детства была предприимчивая. Да, у меня был свой магазин. У меня был свой магазин ракушек. У меня был свой магазин. Я заставила папу... Откуда ракушки, расскажи? Отсюда, конечно. Мы каждый год, естественно, как бы мы приезжали сюда на лето. Вот, нас отправляли к бабушке в деревню с дедушкой. Вот, и я собирала на море ракушки, причем ракушки все поломанные, которые камушки красивые, и привозила с собой в Москву. Вот, и такой детский деревянный домик есть, детский, я папу заставила его притащить там сверху, где он был. Дочь-манипулятор. Да. Значит, его установили, 2 домика было, один был просто, где все могли играть, а второй был мой магазин. Вот, и я там продавала эти ракушки, камушки, там, я не помню сейчас уже, там, за какие там 50 копеек, что-то такое. Ну, бизнес шел. Вот, да, бизнес шел, я на эти деньги, которые я зарабатывала, я ходила, покупала киндер-сюрпризы. Киндер. Запрещенный не ела шоколад вообще. Открывала просто, шоколад оставляла продавщице, а продавщица была наша соседка, и она всегда говорила: маме моей, Ася, ну, пожалуйста, я уже не могу, говорит, этот шоколад кушать просто. И потом мама меня ругала, и я забирала домой, но я не ела. Я вообще в детстве не любила шоколад. То есть шоколад не ели? Но я не понимала. Покупали ради игрушки, получается. Да, я коллекционировала, я собирала этих львят, бегемотиков, которые попадались мне одинаковые, я их продавала у себя в магазине. Клиенты были. Да, у меня был бизнес, да. А какое вот это время было? Мы вот на предварительной беседе. Мне было вот 1-2 класс. Да. В школе... 1-2-3 класс в школе, да. Но в школе я была другая. Была, да. А в школе я вообще в школе я была другая, дома я была другая, вот меня прям, как будто бы меня подменили. То есть в школе я была тихая, спокойная такая. Но в школе было тяжело, потому что в этой школе мы были первые, скажем так, кавказцы. Вот. Ну, мне доставалось не так, потому что я была девочка и была маленькая. Брат мой, естественно, получал, и драки были. То есть это тема буллинга, получается? Да. Да. А элита, ну это такая серьезная И мама всегда тема. говорила брату: ну ты хотя бы лицо закрывай, да, у нас, да. Я помню драку, вся школа собралась. И брат, да, он дрался со старшеклассниками за то, что они его там дразнили. Разве не было в этом обществе хотя бы тех, которые назвали бы себя друзьями или там вообще? Тогда... Вообще дети жестокие. Сейчас этого нет. К счастью. То есть сейчас как-то кавказцы в целом, да, в России, мне кажется, их наоборот уже, их уже стали побаиваться. А раньше это было совершенно... Я помню, когда был период скинхедов, когда я училась в школе, и когда я училась в университете, у меня был период, когда мы там, меня брат возил там до школы, потому что в метро могли ни с того ни с сего, это было, правда, тяжело. А Элита, как повлияло это все на тебя, вот эта тема буллинга, что тебе приходилось отстаивать свои права, тебе приходилось, даже ты рассказывала, драться с девочками, потом, благо, появилась у тебя подружка. Я дралась, это моя подружка здешняя, мы просто что-то не поделили, но мы подрались так прям хорошо, что она на следующий день ходила с переломанной рукой в гипсе. Вот, ну прям когда за волосы, вот прям как... Кто тут сильный? Ну я говорю, это было как бы на территории уже как бы дома, скажем так. А в школе я была вообще пай-девочка, да. Ну как это все равно, вот ты говорила, что ты радовалась, когда ты закончила школу, некомфортно было в школе. Вот как это повлияло на твой характер, вот на то, что там брат дерется, что вот вы единственные армяне вот в школе, и вот вам приходилось себя защищать. Как это на твой характер? Это борьба за жизнь. Мне кажется, я стала сильнее, но я, как ни странно, очень, я вообще, вот, да, если чуть-чуть отстраниться, я очень люблю фильмы про такие несправедливости, про афроамериканцев там и так далее. Ну, видимо, потому что мне как-то это откликается, вот, потому что в какой-то, не в такой мере, конечно, многие тяжелее это все переносят, но я через это тоже прошла, вот. Но мне хочется верить в то, что
не должно быть этого. Да, то есть как бы везде есть и такие. И даже то, что было тогда, да, то, что дети говорили нам, это идет от родителей. То есть это то, что родители приносят домой, то, что родители дома обсуждают, то и говорят дети. То есть дети, они транслируют то, что делают родители. У нас, допустим, маме моей всегда говорили на родительских собраниях, что вот, вы там своих детей так ярко одеваете, что, ну, то есть как бы, да, вот. Разные были ситуации. Вот. Поэтому, то есть как бы эта трансляция идет от родителей. И, ну, как бы мне... Я рада, у меня племянницы сейчас растут в Москве и учатся там, и все. И сейчас этого нет. То есть они это не проходят. Это было очень остро. Да, конечно, нас это закаляет и делает нас сильнее, да, то есть как бы мы можем с какими-то вещами, с несправедливостями, да, вот, больше, да, бороться и отстаивать, да, но, к счастью, вот новое поколение, которое растет, они через это не проходят. Вот родители тоже могли бы вас взять, да, и перевести в другую школу. А не было другой школы в округе. То есть это было Подмосковье, и это была ближайшая школа в там, 7 километрах. То есть у нас был автобус, который нас возил в школу, ну вот детей, сотрудников, и забирал из школы. То есть другой школы не было. Другая школа была там вообще там, в 20 километрах от нас. И неизвестно, что там было бы лучше, правда? Ну там было бы то же самое, потому что если, допустим, была бы сама Москва, в Москве как-то, возможно, ну больше, да, этого было, но это были 90-е годы. Ну, хорошо, что в нашем обществе нет такого. Нет такого, к счастью, да. Ну, прям такого нет, да. Прям такого нет, но мне кажется, дети всегда в школе спорят, там дерутся, что-то такое есть. Но не за я это. в такой степени, в такой степени, что... Сейчас травят, но за другое. А как получилось, что вот вы выбрали медицинский, и потом как вы попали в Абхазию? Как получилось, что я выбрала медицинский? На самом деле, я в детстве, совсем в детстве, я хотела быть пластическим хирургом. А потом брат, когда поступил в медицинский, бабушка хотела, чтобы я была педиатром. Брат, когда поступил в медицинский, он говорит, вот, девочек в хирургии не берут, там, это вообще нереально, невозможно. Думаю, ну и все, не буду. И вообще, и как-то был период, когда я вообще даже не думала о том, кем я буду. Вот. И брат, когда уже учился в медицинском, я там вместо него переписывала лекции там, и так далее. Много, да. Да, и мы когда уже жили в Москве, медуниверситет был вот, ну, буквально там, я не знаю, там в 4 кварталах от нас. И я думаю, ну, ладно, пойду туда. Папа, правда, хотел, чтобы я пошла в Академию ФСБ. Контраст! Да, вот. Ну, с учетом того, что элита хорошо дерется. Вот, или школа милиции. Школа милиции, то есть у нас в Москве квартира, у нас окна прям вот на школу милиции выходят. И я тогда думаю, я говорю, пап, нет, я говорю, вообще это нормально, говорю, у тебя сын врач, а дочка будет в форме там, либо ФСБшница. А легко было учиться? Нет. Было сложно опять из-за фамилии. То есть фамилия мешала. Намеренно У нас были те, кто менял фамилию, но как бы в нашей семье это вообще не обсуждалось. То есть как бы мы отстаивали все равно свое. Мама всегда говорила, просто тебе, чтобы другим детям там получить 3, им нужно знать там, да, там, на 3 или на 2, да, или там, чтобы получить 5, они, ну, то есть могут знать на 3. А тебе, чтобы получить там 3, тебе нужно знать на 10. Ну вот так я и как-то училась. Отлично. Было сложно. Ты до сих пор продолжаешь учиться, и причем в лучших школах США, и держишь пульс на новых исследованиях, и постоянно пополняешь свои знания для своих пациентов. Скажи, есть пределы? Нет. У врача не может быть предела. То есть предел наступит тогда, когда я решу, что я больше не буду этим заниматься. А ты собой довольна, что вот ты вот в плане того, что вот... Ну, я еще пока не достигла того, чего я хочу. Нет еще. Да, то есть, ну, у меня есть на каждой учебе я понимаю, что есть очень много того, чего я еще не знаю.
И я поэтому как бы иду то туда, то сюда, то это, то, потому что мне не хватает знаний. То есть учебу я выбираю, исходя из того, какие ко мне приходят пациенты. И когда я понимаю, что вот были пациенты, и я не могу им помочь, потому что мне не хватает знаний, и я начинаю как бы искать, где я могу эти знания получить. Вот. Но сейчас как бы я кардинально стараюсь поменять и вообще свое, скажем так, я очень благодарна всем там учителям и университету, которые дали мне такое академическое знание, базу, да, фундамент, на котором я вот строю дом дальше уже. Вот. Но сейчас все меняется, и немножко мир меняется в сторону превенции. Мы об этом как бы тоже много сегодня говорили, да, что все связано там с питанием и так далее. То есть многие болезни мы можем предотвратить, и мне это очень интересно. То есть именно предотвратить все эти болезни. Мне интересно там лечить какие-то заболевания, да, но так, чтобы вот их вылечить и научить этого пациента так жить, чтобы у него больше их не было. То есть я вот искренне хочу, чтобы было больше людей, которые занимаются своим здоровьем и понимают, насколько это важно. Не просто, то есть здоровье это не про пить лекарства, да, это про там сон, работа со стрессом, там, да, не знаю, образ физическая жизни. активность, и продукты, которые мы кушаем и так далее, там мысли и так далее и тому подобное. То есть это вот целая такая... Аэлита, московская девочка, которая училась в московской Переехала в школе, Абхазию. потом училась в университете. Как она Потом попала к нам в работала. Абхазию? А, еще и работала. Да, я там. же работала в Москве, я начала работать в Москве, я работала, я участвовала там и в клинических международных исследованиях, ну, то есть как бы... А потом я вышла замуж. И всё. Вот, и мы решили, то есть мы вначале жили в Москве, наверное, где-то полгода, может, и потом мы решили переехать сюда. Ну, такая современная элита, которая изучает науку, да, она идет в ногу со временем. И при этом все, Аэлита поменяла свою фамилию, взяла фамилию супруга, и у нее совершенно традиционное восприятие того, как должна выглядеть семья. Вот при всей своей современности ты вот... Одно не мешает другому. Нет, для меня принципиальный момент, я правда, ну как бы не в обиду кому-то, я не понимаю, когда девочки выходят замуж и не берут фамилию мужа. То есть для меня, ну вот, я считаю, Мы то не есть если... обиделись. Я поэтому как бы и говорю, да, то есть как бы, ну, то есть для меня это всегда так было. Когда я сюда переехала, я обратила на это внимание, потому что вот в моем окружении все мои девочки, никто из них не взял фамилию мужа. То есть они Почему все это на своей принципиально? фамилии. Потому что ты выходишь замуж. То есть ты замужем. Вот. И ты идешь как бы в новую семью. Мы не можем построить, частью, да, то есть мы должны немножко разорвать, мы должны понять, что то, что была та семья, она остается, да, твоей семьей, да, но теперь у тебя другая семья, и чтобы как бы влиться в эту семью и реально как бы в ней обосноваться, ну как бы ты должен сделать это вот этот такой шаг. Серьезный первый шаг к тому, чтобы Мой папа всегда говорит, влиться в семью. зато отчество у тебя мое. Ну, то есть, вот. И это вот баланс, да, то есть, как бы у меня фамилия мужа, и это как бы моя связь с его семьей, да, потому что это моя новая семья, да, то есть, как бы, а мое имя это как бы я, да, и мое отчество это как бы моя связь с моей семьей, которая как бы по крови. И получается такой вот баланс. Ну, как бы, такой не знаю, для меня это подход. принципиально всегда было как-то. Я не понимаю вообще, как можно выйти замуж. То есть у тебя муж, дети все с одной фамилией, а ты как белая Ты как ворона. будто чужая. А ты как будто чужая, да, там на самом деле. Если так подумать, да. У меня наверное, мои мне тоже родные пора все, менять допустим, фамилию. в Москве. Там, здесь у меня дедушка живет, да, мы к нему часто ездим, но тем не менее, то есть я с родными своего мужа чаще общаюсь и чаще вижусь.
И это нормально. Я не понимаю, когда девочки выходят замуж и каждый день вот это вот, либо они ходят к своим родителям, либо там они каждый день там с ними разговаривают, и все подробности всего, что дома происходит, рассказывают. Для меня это вообще нонсенс. То есть это у меня, моя семья вообще не знает, что происходит у нас дома, ну то есть как Пусть бы эти в семье. девочки многие наши услышат. Да. Это очень мудро. У меня бабушка Потому меня что так научила. И она вообще всегда великолепный говорила, вот, подход. никогда нельзя рассказывать Да. то, что ты поругалась там с мужем или там с кем-то из его родных. Вот ты придешь, расскажешь, Да. я уже буду, ну, как бы уже все. Негативно настроена. Ты потом помиришься с ними, а у меня вот это вот останется. И мама мне тоже, ну, как бы это Все вот. правильно. Да, и это у меня как бы осталось. Никогда мои родные не знают там, ну, естественно, в нормальной семье там мы с мужем можем там поругаться и Да. так далее, это нормально. Никогда они об этом не знают. Они знают, что у нас всегда все хорошо. Такой традиционный подход у Айлиты. Это Традиционная даже не Айлита. традиционно. Это не Я скажу, это традиционности, да. мудрый подход. 3 Потому- года психологии, учебы прошли. Не, ну зря. подожди, подход, нет, это именно традиционное, я бы даже сказала, традиционный абхазский подход. Вот у абхазцев девушек так воспитывались. Бахцаз бауб, на праздники приехала, увидели тебя, все, ты там Совершенно находишься. верно, То есть, и поэтому я Да. удивляюсь, что у Айлиты это сохранилось. Да, ну, ну, не знаю, меня вот мама с бабушкой, спасибо им большое за это, то есть, как бы, я видела это на их примере, и, ну, то есть, как бы, для меня это важно. Да, Перейдем к отлично. рубрике. Я вот кое-что хочу спросить перед Да. рубрикой. Она сейчас как бы нелогично строится, но сегодня я листала сторис. Мне было интересно, что же там интересного найти. И я увидела такой момент, что там пациент или пациентка, которая пропила или пропила курс народного лекарства, Ага. настоянного на спирту, да, и это в вчера итоге было. появились очень Проблемы. серьезные проблемы. Да. Если говорить коротко, то я знаю кучу примеров, когда эти лекарства очень помогали, да. выручали, многих спасали от, в общем, как же это Я грамотно это не сказать? отрицаю. Да. Как понять, что ты не делаешь плохо для своего здоровья? Вот. Не лечишь одно и не лечишь и не калечишь другое. Вот. Проконсультироваться с доктором. Ну, мы привыкли, что народные лекарства доктора не признают. Они лечат препаратами. Если честно, я В тоже не основном. признаю. Да, ну Смотря вот Айлита, я что, приду. я не против. Если я знаю, что, допустим, мои пациенты, ну, которые вот уже один раз пришли, и на будущее я их предупреждаю всегда, да, то есть, как бы, если вы даже что-то будете делать, вы узнаете, из чего это, потому что у Обычно меня не пациенты говорят. с Да, в проблемой... этом же есть свой Да. нюанс, что тот Да. человек, который делает И- лекарство, он не распространяется, потому что это секрет. Я в такой ситуации у меня было пару раз. Я связывалась сама и спрашиваю, потому что я говорю, что мне важно, потому что иначе, допустим, у человека может быть аллергия, Да, конечно. когда там куча трав, может быть аллергия, может быть ему это нельзя. То есть как бы если я вижу, как бы, что там все нормально, то, пожалуйста, ради бога. Вот так. Ну и тут вера. Да. То есть если мы верим, что нам вот этот стакан воды я выпью и там, я не знаю, да, у меня что-то пройдет, да, или что-то наоборот появится, и я буду в это искренне верить, так оно и будет. Или там твоя самая главная мечта в жизни, возможно, связанная с профессией. Ой, так сложно мне всегда Ладно, было про профессию мы загадывать много за говорили желанием. сегодня. Да. Давайте вот про личность. Твоя самая Да. главная мечта. Лично, ну не знаю, чтобы все те, которые родные есть, чтобы они подольше были со мной. Переходим к рубрике. Да. Айлита. У нас рубрика называется «Блиц-опрос». И сейчас Айлите мы дадим 5 рублей. И стоит Для она того, 5 чтобы- рублей, да? Для того, Не так чтобы- дорого, как анализы. Да, в общем... не может забыть твой вопрос. Да, мне просто это часто тоже пишут. Да, ну, что делать? Это есть. Так, орешка. У тебя орел. Опа. Кто, как думаешь, кто?
Я не знаю. А ты кто? Орешек и орел. Решка, Как орел. думаешь, кто тебе вопрос будет задавать? Я думаю, она. Давай, в прошлый раз то же самое Так, было. Решка ты, да? Да. Да-да-да-дам. Я ж сказала. Что будем делать? Опять я буду вопрос задавать. Задавай, Арда. Пусть- Что там было? Пусть будет Там честно. был орел. Там был орел. Орленок. Надо Да. было оставить, тебе надо было опять решку загадать. И Так выпала это бы же всё равно забавно. решка, да. Это будет твоя рубрика. Удивительно вообще. Так, сейчас, секундочку. Надо это выпить. Коротко, да, я должна отвечать? Ну, да, коротко. Краткость не моя лучшая черта, ну ладно. Краткость сестра талант. Нет, не про меня. Самое длинное слово в теории медицины, которое вам известно. Ого, о боже ты мой. Да-да-да-дам. Гамма-глутамил трансфераза. Что это означает? Это фермент печеночный. Да вы что? Это первое, что мне почему-то пришло на ум. Какой продукт вредный, по вашему мнению, вы исключили бы из национальной кухни? Копченое мясо. Что вы пьете, когда поднимаете тост за здравие? Я стараюсь за здоровье алкоголь не поднимать. Я не понимаю этого. Сделали ли вы недавно что-то, чем гордитесь? Да. Что? Я стала членом Ассоциации превентивных врачей. Поздравляю. Надо Отлично. похлопать. Да. Спасибо. Так, как часто реализуются самые сильные тревоги или страхи? Редко я научилась с ними справляться. Клятва гастроэнтеролога звучит так. Здоровье – это то, что ты ешь. Отлично. Спасибо. Ну и сейчас последняя нота Да. нашего общения. Напоследок, Да, напоследок. мы попросили Аэлиту принести нам предмет, о котором она расскажет. То есть он, еще раз напоминаю, что это предмет, который как-то отражает особые события в жизни. Особые связи. Да. Ну и Да. связь. Предмет с историей. Да, на самом деле этот предмет всегда со мной, он на мне. Это кулон, который мне достался от мамы, я не буду снимать его. Мгм. Конечно. Вот. История, ну, как бы это не просто кулон, который она носила, это последняя наша совместная поездка в Милан. Мгм. Вот. И как бы этот кулон мы просто гуляли по Милану и увидели. И мама всегда мечтала о таком кулоне, мы его взяли. Вот. И потом, после того, как мамы не стало, этот кулон достался мне. И как бы Да. я его всегда ношу. Мама всегда с вами. Да. Очень важно, когда в душе мы всегда Связь? помним людей, Да. которые нас оставляют, но когда есть еще такие вещи, которые Да, я настолько иногда близки, бывает, когда я вот, это очень беру, важно. я прям вот вижу в голове у меня вот эта картинка, как мы его приобретали, то есть как бы вот это вот все, я прям четко Какой была вижу. мама Элита? Ну, если Ой, можешь. мама была классной. Классной, все ее любили, и сейчас все. Тяжело говорить об этом. Нам тоже тяжело. Да, она была мудрая, и я думаю, что вот все, что у меня есть, именно вот мудрые какие-то вещи, это от нее. Аэлита, спасибо, что поделилась. Да, бывает такое, что о некоторых вещах мы говорим со слезами. Угу. Но это говорит о том, что мы открыты друг к другу. Это нормальные вещи. И я хочу сказать, что этот выпуск последний в этом году. И самое главное, пусть, единственный посыл, пусть наши родные всегда будут рядом. Да. Пусть будут здоровы. Ну, а вы оставайтесь с нами. Да, настолько долго, насколько это возможно. Аэлита, большое спасибо тебе. Спасибо, за что то, позвали. ты Мне пришла. было прям очень, правда, комфортно побеседовать. Спасибо большое. Сегодня Аэлита открылась для меня по-новому. Спасибо, Всё. что была искренне.